Всем привет! Сегодня у нас очень необычный выпуск интервью. Месяц назад, 9 марта, в Конгресс-холле Торатау прошло грандиозное событие, финальное мероприятие творческого марафона «О женщина». И сегодня мы с командой хотим рассказать о том, как все это происходило. И, конечно же, первое слово я хочу дать автору творческого марафона Алие Галимовой. Привет! Привет, Алия! Сегодня у нас очень необычный выпуск интервью. С командой решили рассказать вам о том, как проект создавался. Такой некий фильм о фильме, так скажем. Ровно месяц назад прошло финальное мероприятие, и очень много вопросов было и во время реализации проекта, и после, как мы это смогли, откуда такая идея возникла, вообще возможно ли это кому-то вот просто взять и реализовать. Поэтому сегодня хочу сама лично и с членами команды ответить на ваши вопросы. Как вообще все создавалось? Пару слов о себе. Кто я и для чего я вообще делала этот проект, откуда пришла такая идея. Мне сейчас 33 года, я замужем, у меня 2 детей, Амиля и Мурат. И идея эта возникла, создание такого проекта, еще в 2018 году, когда я уже 6-й год подряд была в декретном отпуске, сидела дома с детьми. Душа, как говорится, рвалась на свободу. Сейчас, наверное, меня поймут все мамочки, которые сидят в декрете с детками. Хочется реализации, хочется свободы, творчества, полета. Мысль о том, что куда же детей, как я оставлю какие-то свои домашние дела и куда-то пойду, женское дело борщи варить и так далее и тому подобное. Очень много было таких вот мыслей в голове, но душа просилась, хотелось творчества, хотелось именно поездок, реализации. Тогда вот зародились вот эти мысли в голове, что было бы здорово сделать вот так, вот так, вот так. И вот сейчас, только в 2021 году, я смогла реализовать задуманное еще тогда. Я сценарист в студии видеопроизводства Етамедиа. Я пишу сценарий к клипам, видеороликам. Это наше такое дело с 2012 года. Мой супруг является лучшим клипмейкером Республики Башкортостан. Мне очень повезло. И вот мне посчастливилось, да, стать частью чего-то большего и начать реализовывать свой творческий потенциал именно в создании клипов. Параллельно для себя я выбрала занятие, как оказывать помощь людям. Я являюсь сертифицированным специалистом по МАК-картам, по системно-родовой терапии, по игропрактике. Ну, если говоря понятным языком, я провожу трансформационные игры, сессии с метафорическими картами и различные марафоны и тренинги в онлайн-формате. То есть я помогаю тем, кто ко мне обращается в решении каких-то своих вопросов. Почему творческий марафон? Почему «О женщина»? Вообще, что такое творческий марафон, да? Когда я придумывала этот проект, я поняла, что мне недостаточно просто сделать что-то одно, мне хотелось всего и сразу. Это 18-16 лет кажется, что вся жизнь впереди, я потом еще и это сделаю, и то, и другое. А когда уже тебе немножечко за 30, есть понимание того, что или сейчас, или никогда. Поэтому я уже решила, что раз сейчас у меня есть возможность пойти презентовать свой проект и получить поддержку финансовую, тогда я уже буду закладывать все свои идеи, соберу, скомпоную и реализую как один большой. Таким образом и появился проект в виде творческого марафона. Почему марафон? Марафон — это, то есть, как забег на длительную дистанцию, да, то есть ты не одно мероприятие в один день проводишь, а такое затяжное, с комплексом разных мероприятий, и именно поэтому это марафон. То есть мы начали в конце ноября, и вот до марта, получается, вот все это время марафон шел, и там было очень много
разных мероприятий. Все в основном происходило в онлайн-формате в социальной сети, а уже финальное мероприятие мы проводили очно. Было и награждение, и концерт, и представление, и выставка, и все остальное. Я потом еще подробно про это расскажу. О чем же творческий марафон? Какие мероприятия в него входили? В первую очередь мы снимали интервью с крутыми, счастливыми, реализованными женщинами в Республике Башкортостан. Ну, те, которые живут у нас в Уфе, те, кто был в доступе, кто откликнулся, мы со всеми с ними сняли интервью. Очень много разных мнений, у всех у них своя история. Каждый из них является лидером мнений, поэтому было и нам самим приятно в этом поучаствовать, что-то новое даже для себя узнали. Когда ты делаешь интервью для своей супруги, это вдвойне ответственность. Тут главное все сделать правильно, ну сами понимаете. И, слава богу, я справился с задачей, и здесь хорошо люди восприняли это интервью, я очень рад. Чтобы вы понимали, это ее первое интервью, первый проект, где она в качестве ведущего, и здесь она очень хорошо себя показала. Очень много лайков, очень много просмотров мы получили, и этим мы можем гордиться. Также во время съемок я сам лично получил очень много инсайтов, также очень много полезной информации. А кто не посмотрел интервью, welcome, YouTube, в Instagram аккаунта. Instagram аккаунт он очень красивый, он очень завит полезной информацией. Также там проходил марафон для женщин. Я, конечно, как мужчина не участвовал, но знаю людей, которые участвовали. И отзывы это нечто, конечно, это хорошо, круто. Нам очень понравилось, то есть взаимодействовать с такими разными женщинами. Очень понравилось мне задавать им вопросы, потому что мне самой как женщине, как матери было очень интересно, то есть перенимать опыт, слушать, как они проходили свой путь, с какими трудностями сталкивались, как они выбирались из каких-то ситуаций. То есть интервью получились у нас прям просто замечательные, и очень много отклика было как раз-таки по интервью. И после завершения, когда мы, получается, отсняли 9 интервью, обращались женщины, говорили, а как вам можно попасть на интервью? Там мужья писали, вот у меня жена такая замечательная, хорошая, она очень умная, я бы хотела, чтобы вот она у вас тоже пришла к вам, рассказала о себе, дала интервью. То есть стало ясно, что запрос на такой формат есть, и очень хочется его продолжить. Самая основная часть творческого марафона – это был творческий конкурс «Все о женщине». Идея также возникла в 2018 году. Тогда я начала вести свой блог ВКонтакте, писала посты, делилась историей своей жизни, своими какими-то осознаниями. И очень много было обратной связи, что ты вот классно пишешь, очень интересно, что вот откликается. И мне хотелось вот общения, чтобы не только я писала и меня читали, а мне хотелось читать вот такие истории других людей. На тот момент почему-то вот в моем окружении не было таких людей, которые прям вот так вот открыто делились своими какими-то мыслями, рассказывали о себе, о своем внутреннем мире, а мне вот этого очень не хватало, хотелось. И тогда я придумала конкурс, тогда еще «Сильная женщина она». На тот момент я была вот на этапе, получается, проживания своей внутренней боли. К сожалению, не стала моей мамой еще в 2009 году. То есть вот столько времени я жила вот с этой внутренней болью. И вот этот конкурс как раз-таки стал тем моментом, когда я, рассказывая о своей матери, какой она была, какая она сильная женщина была, да, решила создать такой конкурс, сделать, чтобы другие люди тоже могли о своих близких, о женщинах, о которых они думают, что они такие сильные, очень, получается, женщины, которые реально стоит того, чтобы о них говорили, написали свои истории. И вот я создала свой призовой фонд, запустила конкурс ВКонтакте у себя в блоге.
И к этому конкурсу присоединились несколько человек, написали свои истории про своих бабушек, мам, теть. И было настолько здорово читать вот это все. Я видела, какой отклик у их аудитории, вот их репостили, кого-то где-то напечатали. То есть я увидела, что не хватает вот таких вот историй, не хватает того, чтобы вот мы открыто делились о том, что какие у нас классные есть женщины, какие у нас вот бабушки, наши мамы, какие мы сами классные, какие у нас дочери растут замечательные. И мне хотелось, чтобы вот такого контента стало больше. И, конечно же, мне как творческому человеку, который хочет реализоваться, хотелось, чтобы вот я не просто написала и все, а хотелось, чтобы увидели, прочитали, оценили, потому что для любого творческого человека одно дело, когда ты пишешь просто в стол, а другое дело, когда тебя оценивают по достоинству, и за это тебя награждают, и у тебя есть возможность где-то себя проявить, напечататься где-нибудь, да, где-то выставить свою работу. Мне кажется, это вот как бы конечная точка любого творческого человека, когда ты что-то создаешь, и вот оно по достоинству оценено. То есть мне захотелось не просто, чтобы вот они написали и там полайкали в соцсети и все, а мне захотелось прям каждую наградить, каждый сказать лично слова благодарности, что вот это очень круто, и поддержать вот это вот творческое начало в других людях. То есть, с одной стороны, я искала людей, которые точно так же могут проявляться, могут о себе открыто говорить. С другой стороны, я искала и для себя поддержку, и для вот этих творческих людей поддержку, чтобы признали о том, что вот, классно пишут, очень интересные истории, вот, ты молодец, да, если сказать немножко по-детски. Я тогда сделала подарки, там расписала сумочки, футболки, напекла кексов, и каждой участнице мы с супругом съездили, подарили эти подарки. И настолько меня эта история вдохновила, настолько меня вдохновили истории этих девушек, которые участвовали в конкурсе, настолько меня вдохновило то, что они вот включились, и они такие классные, и вот они написали, и вот я им подарила подарки. И тогда я села и очень как-то быстро написала положение конкурса, и мне захотелось не только вот так вот как бы местечковые, просто там среди своей аудитории, а какого-то большего охвата. Я прям расписала все положение, определила членов жюри, какие будут места, какие форматы работы и так далее, в том числе вот текстовые работы, фотоработы, видеоработы, что вот мы будем фотовыставку делать, что потом будет вот мы клип смонтируем, а это вот так вот напечатаем. То есть вот это все было придумано еще в 2018 году. Положение я расписала, все готово, а что дальше, да, вопрос, а как это все реализовать? На тот момент материальной возможности просто самой взять этот конкурс провести не было, то есть нужно было искать партнеров. Я единственная написала сообщение редактору журнала «Башкортостан КВ», я ей отправила, сказала, вот, я придумала конкурс, вот положение, посмотрите, может быть, мы вместе сможем этот проект реализовать, он вот такой вот интересный, классный, что вот такой вот был отклик и так далее, то есть рассказала, но, к сожалению, я так поняла, что положение не прочли и так далее, сказали, у нас и так много конкурсов, вот принимайте участие в наших конкурсах. Первая моя попытка привлечь, получается, партнера, вовлечь кого-то в свою историю, первый отказ. Я решила, что, значит, не судьба. И просто отложила, сказала, ну ладно, когда-нибудь я это реализую. Таким образом, то есть у меня был полностью продуман весь конкурс со всеми хэштегами, с подарками, с местами, как это будет реализовываться и так далее. Но я решила, что, значит, не время. И оставила это, отложила на долгий ящик. Вот в 2021 году мы собирались ехать на фестиваль Таврида. Когда мы прописывали свои работы, отправляли заявку на участие в грантовом конкурсе, я вспомнила про это положение конкурса и решила, что время пришло. Не просто так это было положение создано, не просто так я тогда очень сильно хотела это реализовать, потому что вот просто можно поднять вот то, что было тогда придумано и создано, и заполнить заявку, отправить, получается, заявку эту,
защитить свою работу, и была уже реальная возможность получить финансовую поддержку и реализовать, да, идею, которая пришла уже очень давно. То, как мы готовились к фестивалю, то, как мы придумывали свои проекты, это вообще отдельная история. Нужно сказать, что мы в прошлом году 2 раза были на Тавриде в Крыму. Первый раз мы были на заезде «Студия». К сожалению, работы, которые мы туда привезли, в первый раз мы гранты взять не смогли. И когда мы второй раз ехали на фестиваль в сентябре, я уже ехала конкретно, четко уже все прописав правильно, за грантом. То есть у меня прям было внутри намерение такое конкретное, что вот сейчас я еду, в следующий год поеду или нет, непонятно. То есть сейчас, вот сейчас или никогда. И за 1 день до подачи заявки я переделывала свою, получается, работу, свой проект, и тогда прописала как раз вот этот творческий марафон о женщине. То есть я могу сказать, что творческий марафон о женщине был придуман и расписан за 1 день. Почему так легко и быстро получилось? Потому что у меня уже была идея интервью, у меня уже была идея и положение вот этого творческого конкурса. Оставалось еще дополнить, все это расписать, составить смету и отправить. И поэтому у меня, получается, в течение суток, там, сутки или 2, наверное, прошло до окончания приема заявок, и мы вот это все быстро оформили и отправили. Также в течение, получается, всего времени, всего марафона еженедельно были прямые эфиры с экспертами. Информационная поддержка на самом деле очень нужна и важна. Вот бывает ситуация, когда ты чего-то хочешь сделать, что-то не можешь понять, с чем-то не можешь разобраться, какую-то информацию нужно получить и не знаешь, откуда ее взять, потому что источников информации очень много и непонятно, что тебе лично подойдет. И еще важно в моменте задать вопрос эксперту, чтобы тебе дали ответ. И поэтому очень удобный был формат прямых эфиров. Поэтому я пригласила разных спикеров абсолютно из разных сфер жизни. Кто-то по обустройству быта, кто-то по финансам, кто-то по красоте, кто-то по здоровью, кто-то по воспитанию детей. Да? И еженедельно все участники, получается, вот этого социального проекта, они могли смотреть, участвовать в прямых эфирах, задавать вопросы экспертам. Я считаю, что это настолько вот легко и доступно, то есть то, что ты можешь задать вопрос эксперту, познакомиться с человеком, да, узнать информацию, которая тебе важна, и вообще на будущее, если есть необходимость, обратиться к этому человеку за помощью, за подсказкой. То есть уже потребность в информации закрывается. То есть на протяжении всех 3 месяцев еженедельно были прямые эфиры. Когда проходил тренинг онлайн, были прямые эфиры с психологом. Мы там разбирали очень такие важные глубинные темы. Финальным этапом, получается, нашего марафона было проведение онлайн-тренинга. Проводила я его сама. У нас был свой канал в Telegram, ежедневные задания, работа с метафорическими картами, прямые эфиры со мной, прямые эфиры с психологом, задавали вопросы, я давала различную информацию, эксперты делились различными полезными ссылками, книгами. И вот в течение всего месяца, получается, мы работали над собой, учились позитивно мыслить, фокусироваться на хорошем, создавать такой некий позитивный контекст на свою жизнь, учились планированию, учились тому, что вот мы являемся авторами своей жизни, и только от нас зависит наше настроение, наши результаты, наше состояние, и не только наше, но и тех, кто находится рядом с нами. То есть главный месседж, получается, абсолютно всего проекта о том, что счастлива женщина, счастливы все вокруг. Я думаю, женщины с этим согласятся, и не только женщины, но и мужья согласятся, потому что если у жены нет настроения, если вот ей грустно, плохо, она решила поругаться, да, то все, пиши пропало, вот, значит, и у него тоже настроения не будет, и дети будут там бояться, переживать и так далее. То есть от состояния женщины очень много всего зависит. И в течение месяца целого, да, весь февраль мы учились вот работать с тем, чтобы как экологично проживать свои состояния, какие мы эмоции испытываем, как переключать мысли, как фокусироваться на хорошем. И отзывы были замечательные, мне очень понравилось то, что вот к
кто-то смог включиться и взять максимальную пользу для себя. Когда я готовила, получается, этот проект, прописывала, обдумывала, да, вот в эти 2 дня, я поняла, что мне хочется, вот если я сейчас реализую этот проект, если я получу эту вот поддержку грантовую, дать пользу максимальному количеству людей. То есть прямые эфиры, они были рассчитаны уже на людей, которые готовы брать какую-то пользу для себя, зная, чего они хотят. То есть это был уже более такой узкий круг, а тренинг был рассчитан на тех, кто уже готов действовать, конкретно делать и проявляться. То есть сегмент потребителей, сегмент тех, которые готов уже что-то менять и брать, да, от этой жизни, и сегмент тех, кто уже конкретно готов действовать. И я думаю, что мы с этой задачей прекрасно справились. Ну и подходим к самой вкусной, красивой, яркой части. Это финальное мероприятие. Оно получилось таким грандиозным, красивым. Те, кто там был, они делились своими впечатлениями, потом писали, передавали через кого-то, что были очень удивлены, что такой интересный был формат. Настолько наш праздник получился таким душевным, таким вот, так скажем, близкие по духу люди собрались в одном пространстве, и мы смогли вот, взаимодействовать так, чтобы было хорошо всем. Мин бик шатмын, был еңеуіме, был бик көтілмәгән еңеу булды, әмма ләкин шулай ук рәхмәт әйткем килә был проекттың авторына Әлия Галимовага һәм бөтә командаһына, чөнки был бик кәрәкле проект, хатын-кызларны канатландырусы, уларга илһам бирүсе, һәм мин ихлас күңелдән бик куанып бөтә интервьюларны караным. Шул хәтле үземә зур илһам алдым, хокланып караным безнең башкорт хатын-кызларына. Я удивляюсь Алие, что за такой короткий срок проделала такую огромную работу. Даже по ходу работы я удивлялась, сколько у нее энергии, сколько у нее знаний. Она вот информацию дает, очень много прямых эфиров, очень много информации. Я восхищена Алией, спасибо ей. А вот концерт сегодняшний местами немножко склокнула даже. На финальном мероприятии это была такая красивая точка всего проекта, и мы награждали победителей конкурса «Все о женщине». То есть творческий конкурс, который у нас был вот в рамках марафона, то есть он в 3 номинациях: текстовые работы, фоторабота и видеоработы. Да? С 28 ноября, со Дня матери до, получается, конца января люди могли отправлять свои работы, чтобы принять участие в конкурсе. Это выкладывать фотографии, писать красивые посты, снимать видео, ролики, да, отправлять. Там просто нужно было с хэштегами выложить работы, и потом уже с комиссией, с членами жюри мы отбирали финалистов, определяли победителей. И вот момент того, что вот любой творческий человек, он должен быть признан, да, его работа должна быть продемонстрировано большому количеству людей. То есть если ты красиво фотографируешь и твоя страсть фотографии, значит твои работы должны быть выставлены на фотовыставке. Если ты красиво снимаешь видео и тебе нравится создавать красивые ролики, значит твою работу должны смотреть по телевидению. Это могут быть какие-то фильмы, клипы и так далее. То есть ты не просто снял и все, а это должны увидеть большое количество людей и восхититься твоей работой. Когда ты пишешь какие-то посты, тексты, стихи, сочиняешь, истории и так далее, всегда хочется, чтобы и, там, выпустить книгу, напечататься в журнале, в газете и так далее. То есть я решила дать возможность этим творческим людям, которые хотят проявляться, вот, дойти со своими работами до вот этих финальных точек. Именно по этой причине текстовые работы, самые классные, красивые, которые отобрали члены жюри, мы распечатали в газете
Получилась очень такая яркая, красивая газета. И на празднике любой желающий мог взять с собой, забрать вот эту газету. То есть мы их раздавали. Те люди, которые прислали работы на фотоконкурс, да, они смогли увидеть свои работы на фотовыставке. И мы сделали выставку необычную. Мы их очень красиво оформили, чтобы это было такое легкое, воздушное, летящее, конструкция такая получилась. Мы подвесили на шариках ярких. То есть вот эта вот легкость женщины, вот это вот, состояние летящей души, состояние полета, очень хотелось вот это все передать. Люди могли ходить, получается, между этих фотографий и разглядывать работы. Выставка получилась очень красивой, такой запоминающейся. Я думаю, многие возьмут для себя на будущее, что можно вот таким вот образом оформлять свои проекты. Ну и, конечно, это как вишенка на торте, клип, который был создан для нашего проекта. Туда вошли самые лучшие работы, которые прислали на видеоконкурс. Нужно сказать, конечно, что Раиль Умедбаев, это наш певец Республики Башкортостан, согласился, он изъявил желание, что вот, давайте я там напишу. Мы предложили ему, вот, хотите ли принять участие, он согласился. С Гульфией Шакировой они прописали слова, написали музыку, он записал специально для проекта, специально для этого клипа очень красивую песню. И мы его отсняли в студии, смонтировали с кадрами, получается, с конкурса клип. И получился такой очень нежный, очень такой душевный, очень приятный, очень понятный клип. Видеоконкурс, я был в числе жюри, то есть мы отбирали вместе с Фарзаной и Алией работы, которые были отправлены на ее конкурс. И далее стояла задача все это внедрить в клип. Сложность была, конечно, отбирать моменты, какие вставлять, какие нет. Но я думаю, что мы постарались включить всех, кто в этом проекте так или иначе победил и участвовал. Я благодарен Алие за то, что она организовала именно такое финальное мероприятие, на котором презентация клипа прошла очень феерично на большом экране. Это всегда дорого стоит, когда твой клип не просто премьера на канале, да, где-нибудь, а его именно презентует. Такой свой родной клип получился. И что самое классное, недавно этот клип взяли на телевидении, то есть не только в социальных сетях, да, но и на телевидении можно будет посмотреть наш клип. То есть вот женщины, которые были запечатлены в работах участников конкурса, они стали как яркие звездочки, они теперь блистают на телевидении. Мне кажется, это было вообще даже выше всех всяких ожиданий. Настолько классно все это реализовалось. Я очень благодарна артистам, которые поддержали, пришли, выступили на концерте, они украсили своими номерами наш праздник. И настолько каждый артист со своим исполнением красиво вписался, получается, во весь сценарий. Поздравляли победителей конкурса. Прям вот я очень признательна, еще раз выражаю благодарность за то, что пришли, поддержали. И, конечно же, стоит отметить всех людей, которые вовлеклись в реализацию вот этого проекта. Кто-то стал партнером, предоставил сертификаты для победителей, кто-то выделил денежные средства, чтобы мы могли какие-то вот вещи для выставки, для организации вот вручения подарков и так далее, чтобы мы закупились тем, что нужно. Я очень благодарна тем, кто
помогал вот этот весь концерт организовывать, там, награждать, и это и работники Торатау. Настолько вот я чувствовала вот эту всю поддержку, что вот это такое вот волшебное, когда ты чего-то хочешь, да, как весь мир вот разворачивается к тебе и начинает помогать. Я вот реально в момент реализации, получается, вот финального мероприятия почувствовала вот это. И я очень благодарна этим людям, я благодарна Вселенной, Всевышнему за то, что вообще получилось вот так вот красиво все это сделать. Очень хочется отдельно сказать пару слов про театрализованное представление «Разговор со Вселенной». Изначально я не знала, в какой форме это все будет происходить, но мне очень хотелось донести какие-то такие вот истины до людей, которые придут на этот праздник, вот в таком вот красивом игровом формате, да, чтобы человек ушел с какой-то информацией полезной для себя, с какими-то внутренними переживаниями, возможно, инсайтами. И мы обыграли вот это мое желание видеть театрализованное представление. Каждая женщина с детства мечтает побыть на сцене или под софитами, под камерами и побыть в роли актрисы. И здесь несколько девушек смогли сотворить эту мечту в жизнь и побывать на сцене, и не просто рассказывать что-то, а именно через тексты, через действия поменять что-то внутри каждого зрителя, который пришел на них посмотреть, и рассказали то, что трогает именно их. Это был такой символический театр. На сцену вышли девушки, женщины, которые ни разу не выступали на сцене. То есть это был тоже такой момент творческого проявления. То есть это люди, которые вообще мечтают, да, реализоваться в творчестве, которые очень бы хотели выйти на сцену, но по каким-то причинам у них не получалось. Да. Я их пригласила, да, и вот они пришли, получается, выступили на сцене, тоже такие были классные эмоции. И я прям очень-очень благодарна, девочки. Спасибо, что вы были в тот день с нами вместе. Как только поступило предложение от Ильи выступить на большой сцене нашей республики, я даже не задумываясь, моментально сразу согласилась. Это было очень круто, это было очень классно. Вот. На самом деле это была моя маленькая-маленькая мечта. В детстве я когда-то хотела стать актрисой, я так чувствовала, вернее. И вот этот проект мне помог попробовать себя вообще в роли актрисы, не профессиональной, конечно же, но с нами работал режиссер, с нами работали профессионалы. Мы вместе с девочками хотели показать в этом представлении о том, что каждая женщина, она может быть счастливой, но иногда включаются какие-то у нас щелчки, да, где мы ограничиваем себя, думаем, что если что-то у нас будет, то будет какое-то счастье, да, но на самом деле мы сейчас, здесь и сейчас должны быть счастливыми, поэтому мы все, что могли, передали женщинам вот во время выступления, и я благодарю еще раз за приглашение Алию Галимову. Когда Алия предложила мне участвовать в своем проекте, мне эта идея показалась интересной, я с радостью согласилась, потому что я знаю, какой Алия творческий человек и какие интересные идеи приходят в ее голову. Во-первых, команда, она мне очень нравится, у нас была такая дружественная синергия, где мы создавали какой-то свет, и действительно у каждого была своя задача и цель, для чего мы работаем над этим проектом. В этом проекте моя роль была режиссера-постановщика, но я не хочу ее разделять и набирать только на себя все это дело, потому что мы делали действительно все вместе, и не было четкого разделения. Мы творили совместно. И изначально я бы даже не назвала этот проект окончательное наше мероприятие концертом, потому что это не концерт, это даже не театрализованный перформанс, это творческая энергия, чистое творчество, где мы собрались и подумали, а в какой форме, в каком формате мы можем донести наши мысли.
И Алия предложила очень интересный формат. Назвали мы его изначально театрализованный перформанс, где участвовали девушки, женщины, которые пришли просто по собственному желанию, не имея никакого сценического опыта. Но тем не менее это получилось очень душевно, красиво и вдохновляюще. Еще один вопрос, который мне задавали много раз. Будет ли продолжение, будет ли еще такой проект, что вот понравился, вот хотелось бы еще продолжение и так далее. Надеюсь, данный проект будет существовать и дальше, и только развиваться вперед. Все требуют продолжения, и я тоже требую этого продолжения. Однозначно могу сказать, что свою творческую деятельность я прекращать не буду. Я очень люблю это дело, мне нравится проявляться, мне нравится видеть, как идея в голове воплощается, как в эту идею вовлекаются люди, как это потом становится реальностью. Мне прям вот этот момент, да, когда ты видишь картинку, то, что было в голове, и вот она в реальности, дает столько энергии, столько силы, поэтому создавать я точно буду. Но в какой форме, точно так же, как вот творческий марафон «О, женщина», буду ли я точно так же проводить его ежегодно и так далее, сейчас я однозначно сказать да или нет не могу. Все зависит от того, какие еще идеи придут в мою голову. Возможно, это будет уже немножко другой формат, немного другое оформление, но могу сказать точно, что творить я буду продолжать и также нести пользу для общества, чтобы был какой-то социальный значимый эффект. Конечно же, я буду это дело продолжать, мне это важно. Когда мы станем творцами и начнем творить свою действительность, тогда мы станем по-настоящему счастливыми людьми, признаем тот факт, что на самом деле я очень счастливый человек. И для счастья не нужно каких-то материальных условий, а нужно для того просто понять, что вот сейчас я счастлив. А творчество дает максимальную свободу, да, для вот этого внутреннего ощущения. Поэтому проекты, которые направлены на оказание помощи людям, на оказание какой-то информационной поддержки для женщин, на поддержку творческих личностей, они обязательно будут. А в какой форме все это будет происходить, поживем, увидим, как говорится. Я сейчас хочу сказать огромное спасибо, выразить благодарность всем тем, кто стал частью этого проекта. В первую очередь это команда, с которой я работала, это те близкие по духу мне люди, с которыми мы вместе вот это чудо создавали, реализовали вместе. В первую очередь это мой супруг Батыр, человек, который не сказал «сиди дома, женщина», он сказал «все, поехали вместе, у тебя все получится, я в тебя верю», поддерживал абсолютно на каждом этапе, когда у меня опускались руки и мне казалось, что уже ничего не получится, он говорил «все нормально, у тебя все получится, давай вот сделаем». Он просто говорил «давай сделаем это», и мы просто делали. Я очень ему благодарна, потому что когда есть вот такая поддержка рядом, есть, да, в моменты, когда внутри все падает, на кого опереться, всегда есть возможность воспрянуть духом и пойти доделать то, что было задумано. Поэтому я тебя люблю и благодарю тебя. В этом проекте я максимум все свою энергию вложил в этот проект, в ее реализацию, потому что мне важно, чтобы Алия смогла донести все то, что она хочет, до своих слушателей. Со своей стороны, как режиссер, как оператор, я здесь максимально был вовлечен. Ну, естественно, еще как супруг, что немаловажно. Поэтому других вариантов у меня не было. Я благодарю девчонок, свою команду, которые поддержали меня в вопросе, когда я задала им вопрос, готовы ли вы стать частью моей команды, я вот еду с таким-то проектом на Тавриду, что вот если я получу, готовы ли вы дойти до конца и реализовать, они все сказали да, согласились.
Я очень рада, что вокруг меня есть такие крутые творческие личности, которые готовы к экспериментам, которые готовы поддержать, и они не боятся то есть творить, говорить, они не боятся того, что вот могут быть какие-то сложности, даже, то есть не зная всех подробностей, эти люди просто сказали «да» и пошли в этот новый опыт со мной. Регина, человек, который полностью срежиссировал финальное мероприятие, то есть это было настолько красиво, красивая картинка, красиво выстроенные номера, театрализованное представление, то есть работа с девочками, которые никогда не выступали, не выходили на сцену, за несколько репетиций вывести их на сцену перед большой аудиторией. Вы представляете, это какая должна быть сила духа, да, согласиться на такое. То есть режиссер уже как бы значимый, важный, у нее есть уже имя, она не испугалась, что вот я могу запятнать, да, вот как бы каким-то таким вот экспериментом решилась, и на самом деле получилось очень круто. Я благодарю тебя, Регина. Ты очень крутая, творческой реализации тебе и огромных больших проектов, и чтобы твои личные проекты, они всегда выстреливали, и чтобы ты получала кайф и удовольствие от реализации себя. Хочу поблагодарить Ляйсан Мазитову, она по совместительству еще моя подруга, она вела церемонию награждения, красивый голос, человек, у которого поставлена актерская речь, она 30 лет проработала, работает до сих пор на телеканале детском Тамыр. Когда я поняла, что вот профессионал такого уровня, который много-много лет выступает на сцене, будет вести, и она вот эту церемонию награждения полностью продумала, расписала сама, то есть я уже была спокойна, что вот эта часть, она получится очень классной, идеально крутой. Благодарю тебя, Ляйсан. Отдельно хочу отметить Веронику. Мы с Вероникой познакомились совсем недавно. Один день повзаимодействовали вместе. По приезду я задала ей вопрос, вот я собираюсь туда ехать, будешь ли ты в моей команде? Она согласилась. То есть, когда она рассказывала, чем она занимается, то, что вот она художник, то, что она дизайнер, фотографии, она отправила свои работы, я увидела, насколько вот молодая девушка, насколько вот в ней столько всего творческого, и она находит проявление свое во всем. Я поняла, что вот она очень красиво дополнит команду, и Вероника занималась тем, что организовывала фотовыставку, она оформляла вот эти вот разнокалиберные фотографии, которые присылали участники, кто-то там с телефона, они были абсолютно разного формата, в разном состоянии, она их выравнивала, приводила в такой вид, чтобы можно было это красиво оформить на фотовыставке. Я тебе очень благодарна, Вероника, за твой труд, за то, что ты откликнулась, помогла и стала частью этого большого проекта. Пусть да, у тебя в будущем будет своя собственная выставка твоих фотографий и твоих картин. Я знаю, что ты можешь вот это все создать, настолько много в тебе энергии и таланта. Я безгранично тебе благодарна. Батырхан Хамидуллин, красавчик. Выражаю тебе благодарность, Батырхан. Батырхан ездил с нами на Тавриду и на заезд в студии, и на фестиваль. Мы вместе в один день защищали проекты. Он тоже грантополучатель и скоро реализует свой проект, очень классный, называется «Сокровище нации», будет снимать короткометражные фильмы. Батырхан очень-очень сильно помог мне и на этапе, когда я прописывала проект. Он помог, когда мы готовили презентацию, получается, когда защищали проект. Он помогал нам, мы снимали вместе с ним интервью. Он помогал выстраивать вот это все у нас в социальной сети, когда мы страницу, то есть выкладывали работы, там, интервью, какие-то видео, он во всем этом принимал участие. Он принимал участие, когда мы готовились к финальному мероприятию, он готовил вот эти материалы, все слайды, видео для экрана. И с утра до ночи в этот день, 9 марта, Батырхан был с нами, и все, что вы видели на экране в этот день, на празднике, это была работа Батырхана, он отвечал за экран. Классный парень, я прям вот горжусь тем, что ты у нас в
команде. Желаю тебе успехов. Пусть твои проекты выстреливают. Кайфуй от своего творчества и знай, что ты просто нереально крутой красавчик. Чуть не забыла. И, конечно же, я хочу поблагодарить самого главного человека в своей жизни. Без этого человека вообще не было бы ни этого проекта, ни этих взаимодействий, ни этих людей. Хочу поблагодарить себя. Какая же у меня все-таки классная голова, и какие же там все-таки крутые идеи, и какая я молодец. Я признаю, что я молодец, что я все это реализовала. Творить одно, а признавать себя, свои успехи, признавать, что да, я это сделала, это совсем другое дело. Я признаю, я молодец, я благодарю себя. Какие ощущения, Ле? Я счастлива. Молодец, супер. И завершая наш фильм о фильме, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этом проекте. Всех, кто смотрел интервью, оставил комментарии, всех, кто просматривал прямые эфиры, задавал вопросы, всем участникам, участницам тренинга, всем, кто отправил свои работы на конкурс «Все о женщине». Участвуя в этом марафоне, вы не только поделились, получается, своими работами, своей энергией. Я думаю, вы и смогли взять для себя что-то важное. То есть это получилось так, что выиграли и мы, и вы. И я очень рада, что у нас вот это взаимодействие получилось, и очень вам благодарна. То есть когда есть спрос, когда есть отклик, когда есть такие отзывы, когда есть вопросы с вашей стороны, нам, творцам, очень хочется создавать, нам очень хочется отдавать, делать и помогать. Поэтому, кто бы сейчас не смотрел вот это видео, да, хочу поблагодарить лично тебя. Сейчас, просматривая, получается, от начала до конца вот это видео, ты тоже делаешь большой вклад, поддерживаешь творческих людей. На самом деле для творческого человека очень важно, чтобы был зритель. Просто в качестве зрителя ты сейчас помогаешь человеку, который проявляется. Благодарю каждого, кто был с нами все эти дни.